Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в выпуске. 3 мешка вот собираем, да? Вот, гнилой. 1000 тонн сгнивших овощей. Кыргызские фермеры на грани разорения из-за продолжающейся уже месяц торговой войны с Казахстаном. Во всем винят ЕАЭС. Не надо было входить в таможенный союз. Торговцы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана к нам заходят и портят нам всю торговлю. Руководители Евразийского экономического союза тоже никак не могут найти общего языка. Достижения не впечатляют. После подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. Туркменскую женщину избили и облили кислотой за заботу о сыне-спортсмене. Она отказалась платить взятку армейским генералам за перевод сына легкоатлета в спортивную роту. Видимо, из-за того, что она не прекращала свои жалобы, в конце концов это произошло. Иракская армия прорвалась в центр осажденной Фаллуджи. Террористы из ИГИЛ используют оставшихся в городе жителей в качестве живого щита на своих укреплениях. Поступают сообщения о том, что исламское государство использует несколько сотен семей в качестве живого щита в центре Фаллуджи. Чемпионат Европы по футболу под угрозой срыва. Общенациональная забастовка железнодорожников вызвала коллапс транспортной системы Франции. Власти пока не уступают профсоюзам, туристы и болельщики в панике. Пчел научили посылать СМС. Владельцы пасек теперь смогут мгновенно узнавать, что происходит в ульях. Анализ акустического спектра позволяет нам слышать королеву улья, пчелиную матку. Так мы узнаем, чем она занимается и нет ли угроз для колонии. Главная новость последних часов. В Средиземном море зафиксированы сигналы, которые могут принадлежать черным ящикам разбившегося египетского самолета А-320. Пока ни Египет, ни остальные страны, которые участвуют в поисках, официально не подтвердили, что сигналы принадлежат именно самописцам упавшего самолета. Сигналы с морского дна в районе падения лайнера услышали приборы спасательного французского судна. Мировые СМИ сообщают, что с большой долей вероятности это именно черные ящики, так как никаких других подобных объектов на дне в этом месте быть не должно. Напомним, что самолет египетских авиалиний, выполнявший рейс из Парижа в Каир в ночь на 19 мая, упал в Средиземное море. На борту авиалайнера находились 66 человек, в том числе 56 пассажиров. Все они погибли. Эксперты сходятся во мнении, что крушение произошло после взрыва на борту самолета, но точную причину установить за 10 дней поисков не удалось. Иракской армии в ходе штурма удалось прорваться к центру города Фаллуджа, второго после Мосула по величине города Ирака, удерживаемого боевиками террористического исламского государства. Как сообщают представители ООН, в городе сейчас под перекрестным огнем находится около 50 тысяч жителей, которых боевики не выпускают из Фаллуджи, а многих используют как живой щит перед своими укреплениями. Поступают сообщения о том, что исламское государство использует несколько сотен семей в качестве живого щита в центре Фаллуджи. Об интенсивности боев в Фаллудже ярко свидетельствуют эти кадры агентства Рейтер. Боевики ИГИЛ, а их в городе несколько тысяч, ожесточенно сопротивляются, контратакуют, и некоторые районы по несколько раз переходят из рук в руки. За 2 года оккупации террористам удалось создать в Фаллудже целую сеть мощных укреплений, к строительству которых они насильно привлекали население города. Наступающие части иракской армии и шиитские добровольцы несут потери. С начала операции по освобождению Фаллуджи город удалось покинуть всего 4000 жителей из более чем 50, остающихся в городских кварталах под огнем. Те, кому посчастливилось выбраться, рассказывают, что гражданское население массово гибнет, как от огня террористов, так и от огня иракской армии. Боевики захватили Фаллуджу в январе 2014 года. Беженцы из Фаллуджи впервые рассказали миру о своей жизни под властью исламистов. Мы выживали только на одном хлебе. Там не было ни еды, ни лекарств. Они забирали наших мужчин, и мы не знали, живы они или мертвы. Мы питались только финиками и йогуртом. Килограмм сахара стоил $40, а потом еще дороже. И достать его было очень сложно. Ситуация была очень тяжелая. Боевики брали нас измором, хотели заставить нас их поддерживать, но мы не встали на их сторону. Мы прятались в доме, и если была еда, то ели, а если нет, то ложились спать голодными. Сейчас тех, кто выбрался из Фаллуджи, размещают в лагере управления ООН по делам беженцев, где с ними работают психологи и другие специалисты. Спецслужбы Ирака тем временем продолжают выводить семьи из осажденного города.
Кыргызские фермеры терпят убытки из-за торговой войны с Казахстаном. Уже месяц они стоят на границе с десятками тонн овощей, которые начали гнить. Казахстан заявляет, что кыргызские овощи заражены вредителем, а кыргызские фермеры во всем винят Евразийский экономический союз. Шавкат Тургаев с подробностями. Каждый день, да, 2-3 мешка вот собираем, да, вот, гнилой. А каждый мешок попадает, да. Вот сегодня открыли вот недавно, да, утром. А сегодня уже вот полмешка. Вот так каждый день предприниматель Нурлан мешками выгребает из своей фуры гнилую морковь, неся большие убытки. В былые годы товар у него не залеживался. В этом году торговля встала. Цена на овощи упала в 2 раза. Торговля слабо в этом году, да. Зимой идет слабо. В прошлом году еще ничего было. Вот один машина, да, втроем работаем. 1 день, 2 дня можно было это закончить. А в этом году неделя, 10 дней вот получается. Расход у нас тоже большой. За место, за охрану, да? На одном из основных овощных рынков Бишкека сегодня можно увидеть не только гнилую морковь. Тонны пропавшей капусты, лука и картофеля теперь сгодятся разве что на корм скоту. Но сельхозработники и перекупщики все равно выходят на работу. Надеются отбить хотя бы потраченные деньги. В прошлом году по 10, по 7, хоть по 10 сомов было. А этот год сейчас по 3, по 4 сомов. Ну, каждый год такого не было. Этот год уже... Закрыть влияет, не знаю. Торговли нет. Наш товар весь портится, гниет. Мы можем банкротиться. Везем товар издалека, платим за дорогу. Сколько трудностей у нас. Мы даже по закупочной цене не можем продать. Чтобы торговля была настолько плохой, как сейчас, предприниматели припомнить не могут. Не надо было входить в таможенный союз. Торговцы из Таджикистана, Узбекистана и Казахстана к нам заходят и портят нам всю торговлю. Они приезжают и цены нам сбивают. Если мы свое будем продавать, будет хорошо. Казахстан ввел монополию, нас на свои рынки не пускает. Раньше мы там продавали. Нам никакой пользы нет от того, что мы вошли в таможенный союз. И сельчанам пользы нет, и предпринимателям. Больше всех пострадали продавцы картофеля. Рынки овощем завалены. Здравствуйте, как торговля идет? Торговля очень слабая, картошка дешевая. Таджикан Матеева сама вырастила картошку на юге республики и сама же ее привезла на продажу. Вот только выручки ей не видать. Картошку продаем по 10 сомов. Очень дешевая. Сельчане не смогли покрыть своих расходов. В Казахстан возить запретили. О своем запрете на ввоз картофеля из Кыргызстана власти соседней страны объявили еще месяц назад. В кыргызской картошке якобы был найден вредитель – золотистая нематода. Тогда на границе скопились 200 фур овощей, и многие бизнесмены тоже прогорели. Застрявшие фуры заполонили рынки Кыргызстана. В начале мая в Казахстане шел посевной период картофеля. Наверное, скорее всего, они защитили свои рынки. По словам Бакытбека Мазенова, для решения возникшей проблемы власти усилили работу на границе, выставили 3 фитосанитарных поста. Однако в соседнюю страну кыргызский картофель до сих пор не пропускают. Чиновники обещают, что проблема решится в ближайшее время. Вопрос будет решаться на уровне 2 ведомств: Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Республики Кыргызстан, которые должны к 6-8 июня уже выйти с окончательными предложениями. А до этого времени кыргызские фермеры и торговцы вынуждены и дальше нести убытки, ежедневно выбрасывая на помойку сотни килограммов пропавших продуктов. Шавкат Тургаев, Азат Антымаков. В настоящее время Бишкек, Кыргызстан. Тем временем главы 5 стран, входящих в ЕАЭС, никак не могут найти взаимопонимание о принципах, на которых их союз должен существовать. Во время заседания Высшего совета ЕАЭС в Астане, в котором участвовали президенты России, Казахстана, Армении, Белоруссии и Кыргызстана, звучали не очень оптимистичные заявления. В частности, настоящий холодный душ своему российскому коллеге Владимиру Путину устроил белорусский президент Александр Лукашенко. Его прогноз на будущее был крайне пессимистичным. Равные экономические условия для государств-участников ЕАЭС и безбарьерная среда до сих пор не созданы. Более того, после подписания договора наш внутренний торговый оборот только падает. В 2012-2013 годах он был на уровне 65 миллиардов долларов. В 2015 году всего 45 миллиардов долларов. Во-вторых, нереализованной остается инициатива о выработке механизма функционирования ЕАЭС в условиях применения одним из государств-членов односторонних мер защиты рынка в отношении третьих стран.
Жительницу Туркменистана облили кислотой за то, что она отказалась давать взятку. Об этом сообщает портал «Хроника Туркменистана». Вначале Умиду Джумабаеву жестоко избили двое неизвестных мужчин, затем облили кислотой и сбежали. Сын Умиды – талантливый спортсмен-легкоатлет, кандидат в сборную страны, который сейчас проходит службу в армии. Умида Джумабаева добивалась, чтобы его перевели в специальную спортивную роту, но с нее потребовали $2000, что является крупной суммой для Туркменистана. Денег на взятку не было, и Умида стала обращаться в разные инстанции за справедливостью. И после этого случилось нападение. Мы обратились за комментариями к правозащитнику и главному редактору сайта «Хроника Туркменистана» Фариду Тухтубалину. Его издание сообщило первым об этой ужасной истории. Здравствуйте, Фарид. Когда и каким образом вы получили эту информацию? Здравствуйте, Динара. Мы узнали практически на следующий день. Это произошло 22 мая, воскресенье. На следующий день мы уже знали, но по своим правилам мы обычно перепроверяем из других источников, чтобы убедиться, что это реальный случай. К сожалению, это все подтвердилось, и вот с тех пор мы стали собирать информацию, и вот недавно опубликовали эту ужасную новость. Умида Джумабаева, то есть женщина, которая пострадала, она очень пыталась защитить своего сына, который проходит службу в вооруженных силах Туркменистана. Видимо, из-за того, что она не прекращала свои жалобы, свою активность, комиссии постоянно приезжали в различные военные части, куда перебрасывали сына то в один, то в другой. И в конце концов это произошло. Фарид, это единичный случай. Часто ли вам поступают новости о подобных преступлениях против граждан Туркменистана? Другие люди просто побаиваются, и нам тоже пару раз поступала такая информация, но отследить мы не смогли, потому что люди сначала, видимо, эмоционально обращаются, а потом немножко остыв, начинают думать о последствиях и боятся, соответственно, никаких таких подобных инцидентов серьезных пока официально не было. Спасибо, Фарид. Далее в программе. Чемпионат Европы по футболу под угрозой срыва. Общенациональная забастовка железнодорожников вызвала коллапс транспортной системы Франции. Власти пока не уступают профсоюзам, туристы и болельщики в панике. Пчел научили посылать СМС. Владельцы пасек теперь смогут мгновенно узнавать, что происходит в ульях. Анализ акустического спектра позволяет нам слышать королеву улья, пчелиную матку. Так мы узнаем, чем она занимается и нет ли угроз для колонии. Проведение чемпионата Европы по футболу во Франции под большим вопросом. За 10 дней до начала мероприятия вся Франция охвачена забастовкой железнодорожников, которая парализовала почти все региональные дороги страны. К французам уже присоединились их коллеги из Бельгии. Между тем, президент страны Франсуа Олланд не соглашается на требования бастующих повысить зарплату. По совпадению, сегодня он участвует вместе со своими европейскими коллегами в открытии самого длинного и глубокого железнодорожного тоннеля в Швейцарии. Мероприятие прошло с большой помпой с участием огромного количества артистов. На глазах у зрителей через тоннель прошел первый скоростной поезд, в котором сидели главы европейских государств. Это удалось сделать без особых проблем, так как швейцарские железные дороги пока не присоединились к акции своих французских и бельгийских коллег. О том, как проходит крупнейшая за последние годы стачка на железных дорогах Франции, действительно ли она сможет сорвать европейский футбольный чемпионат, в репортаже наших коллег из Рейтер. Диспетчеры и машинисты знают, как важно соблюдать расписание, и свою забастовку начали строго в указанный час. Во вторник, аккурат перед началом вечернего часа пик, сотрудники госкомпании оператора французских железных дорог прекратили работать. Из-за забастовки не ходит почти половина высокоскоростных составов ТЖВ и примерно 2/3 других региональных поездов. Нарушено сообщение с Бельгией и Нидерландами. Поезд Евростар до Лондона пока идет по расписанию. Когда мы добрались до вокзала, я поговорил тут с персоналом. Они сказали, что все нормально. Я показал им билеты, и они сказали: езжайте. Так что мне повезло. В интервью французскому радио «Интер» министр транспорта страны заявил, что парижское метро и пригородные поезда в столичном регионе забастовка не затронет. По словам Алена Видалиса, нужно форсировать переговоры с профсоюзами насчет увеличения продолжительности рабочего дня. Это одна из причин их недовольства. Министр заявил, что руководство железнодорожной компании должно предоставить свои предложения к следующему понедельнику. Президент Франсуа Олланд пока стоит на своем. Правительство, тем не менее, постепенно идет на уступки.
Железнодорожникам предложили переговоры, учителям пообещали прибавки к зарплатам. Один из профсоюзных лидеров в ответ заявил: ну, наконец-то появился Санта-Клаус, теперь они готовы уже на любые шаги, чтобы унять бунт. Времени у властей и правда немного. До начала чемпионата Европы по футболу, который принимает Франция, остается 10 дней. В Праге восстановили самый крупный в Европе памятник Иосифу Сталину. Оригинал монумента вождю всех народов был взорван в самом начале 60-х годов после развенчания культа личности. Памятник был настолько огромным и крепким, что его удалось взорвать только с 3-й попытки. Теперь его восстанавливают кинематографисты для съемок фильма о печальной судьбе скульптора, создавшего этот монумент. Правда, для кино памятник восстановлен не в полном объеме и не из гранита и бетона, а из легких современных материалов. На его фоне будут сняты ключевые сцены фильма, в котором также монумент будет взорван, но не по-настоящему, а при помощи компьютерной графики. После съемок памятник Сталину должен быть немедленно демонтирован. А в украинском городке Новгород-Северский решили выставить на электронные торги единственный уцелевший в этой части Украины памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. За бронзовый монумент мэр городка планирует выручить как минимум 1 000 000 гривен, это около 40 тысяч долларов, и вложить их в развитие городского хозяйства. Покупатели есть, но они отчаянно торгуются. Памятник Ленину из бронзы. Высота 6 метров. Вес больше 5 тонн. Продается дорого. 1 000 000 гривен. И с учетом того, что этот памятник является последним памятником Ленина в Черниговской области, а это делает его цену гораздо выше. Покупателя мэр города Новгород-Северский ищет через интернет. Ильич не просто бронзовое изваяние. Это собственность горсовета. Все документы на него имеются. Все это как бы на такой дорогой бумаге с золочеными буквами. На тот момент около 65 тысяч рублей обошлось государству строительство этого памятника. Это можно сравнить с стоимостью приблизительно 10 машин «Жигулей». Правда, желающих купить бронзового вождя пока мало. На рынке стоимость 1 килограмма бронзы составляет 80 гривен. Городской бюджет получит около 350 тысяч гривен как лом. Но много есть людей, которые коллекционируют такие памятники тоталитаризма. Пока украинцы не могут решиться на покупку Ленина, Олег Бондаренко времени не теряет. Ищет потенциальных покупателей за границей. Была мысль написать в посольство КНДР. Можно было предложить им поставить памятник Ленина, чтобы они установили его где-то рядом с памятником товарища Ким Чен Ира или товарища Ким Ир Сена. Правда, жители Новгород-Северского относятся к инициативе градоначальника неоднозначно. За этот памятник дороги не построят. Мы сколько платим автомобилисты в казну за дороги? Сделали дороги. Как их не было, так и нет. Теперь кому он мешает? В общей сложности постамента Ильича в Украине около 5000. Большая их часть после Ленинопада исчезла бесследно. Чаще всего активисты просто разбивали памятники, хотя далеко не везде местные жители поддерживали такие действия. Если демонтаж производился какими-то общественными организациями, а не коммунальными службами, то сказать, где скульптуры, невозможно. Тем временем самый большой памятник вождю в Украине из Запорожья уже продают китайцам. Правда, цену и детали местные власти обнародовать не спешат. Хотя куда потратят вырученные деньги, уже знают. На ремонт дорог, уборку города и освещение улиц. Так хотя бы сойдя с постамента, Ильич будет освещать путь запорожцам. Ирина Кононенко, Андрей Лысак. Настоящее время. Черниговская область, Запорожье. Жители подмосковной Балашихи нашли оригинальный способ заставить власти избавить город от огромных ям под своими окнами. В течение многих лет, несмотря на сотни обращений, градоначальники игнорировали требования горожан засыпать опасные ямы. Решить проблему удалось, объявив юбилей знаменитой на весь город ямы. Юбилей всегда праздник, особенно если юбилей этот у знаменитой в округе соседки. Соседки пока немного, всего 5 лет, но за это время она стала местной достопримечательностью. Вот она, ее пусть и не четко, но видно на картах Google. А вот на памятных фотографиях. В 22-м микрорайоне подмосковной Балашихи ее знает каждый ребенок и все местные псы. Вы знаете, просто все говорили яма. То есть как бы яма стала именем нарицательным, что это именно вот эта яма. Яма, она Свердлова, это она вот.
Водителей маршруток теперь так и просят – остановите у ямы. Местный активист и общественник Наталья Святославская рассказывает, насыщенной жизни ямы любой бы позавидовал. Ее обещали закопать 4 глав администрации, но яма выстояла, чем заслужила всеобщие почет и уважение. Со временем у нее появилась своя страничка на Фейсбуке, а сама яма стала частью городского фольклора. Мы действительно зафиксировали, как сюда упал ребенок, но, слава богу, никто не пострадал. Но, тем не менее, существует легенда, что в яму падают люди, исчезают там навсегда. Вот. Такая местная легенда. Да, местная легенда. На 5-летие ямы пригласили соседей и даже нового главу администрации. На подъездах развесили объявление. Но тут случилось неожиданное. Приехали экскаваторы, заложили яму плитами и засыпали песком. Утром следующего дня, когда мы разослали все приглашения, написали об этом в интернете, я просыпаюсь, смотрю в окно, а яму закапывают. Я не поверила. Одной ямой меньше, но у нее в округе нашлись подражатели. Все эти ямы остались в наследство от обанкротившегося застройщика Су-155. На месте этой должна была вырасти детская поликлиника. Район попал в программу «Молодая семья». Но выросли уже несколько поколений лягушек и 3 династии комаров. В принципе, есть жители предлагали вместо пруда сделать какой-нибудь пляж. Осталось добавить песка, поставить шезлонги, прохладительные напитки. Пожалуйста, можно отдыхать. Соседи первой знаменитой ямы даже расстроились. Без нее во дворе стало как-то пустынно и неуютно. Поэтому празднование юбилея решили не откладывать. За 5 лет к ней не просто привыкли, а полюбили. И даже хотели обратиться в ЮНЕСКО, чтобы яму признали культурным наследием. Наталья Святославская накануне общалась с главой администрации и теперь всех утешает. Глава пообещал достроить водопровод, который находится в этом месте. Это значит, вскоре вновь приедут экскаваторы и яму разроют. Все встанет на свои места. Сергей Дик, Игорь Дорошенко. Настоящее время. Отныне пчелы смогут посылать телефонные сообщения своим владельцам. Причем общаться хозяева ульев будут по СМС с руководителями пчелиного роя. В первую очередь королевой любого улья пчелиной маткой. Польский студент придумал прибор, который переводит пчелиный язык во вполне человеческие СМС-сообщения. Тревога, улей внезапно потерял в весе. Такие сообщения теперь смогут получать польские пчеловоды. Конечно, если их питомцы поселятся в новых умных жилищах. Студент из Краковского университета науки и технологий Войцех Сойко изобрел систему мониторинга улья, которая позволяет отслеживать состояние пчел. Датчики измеряют температуру, влажность, активность пчел и анализируют акустический спектр. И все эти данные далее передаются на внешний сервер, где обрабатываются. В тревожной ситуации владелец немедленно получает сообщение. Войцех, выросший в семье пчеловода, знает, как важно постоянно следить за состоянием улья. Он рассказывает, что резкая потеря веса жилища может сигнализировать о серьезных проблемах. Например, пчелы могли случайно облюбовать соседнее дерево или остаться недовольными системой вентиляции и отправиться на поиски нового дома. В такой ситуации пчеловод должен реагировать немедленно и возвращать рой назад. Уже через несколько часов весь улей может разлететься. Помимо контроля веса, умный улей предусматривает прослушку руководства колонии. Анализ акустического спектра позволяет нам слышать королеву улья, пчелиную матку. Так мы узнаем, чем она занимается и нет ли угроз для колонии. Обычный улей приносит за сезон примерно 20-30 литров меда. Войцех Сойко надеется, что новая технология поможет владельцам пасек увеличить этот объем. Да и жизнь обитателей колонии станет приятнее. Ведь они смогут сообщать о своих неприятностях, не дожидаясь визита пчеловода. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.